Добрый день, уважаемые гости. Благодарим вас за то, что сегодня приняли наше приглашение. Наверное, нет среди талышей личности, которые не знакомы с творчеством подающего поэта Али Насира. И мы счастливы, что сегодня нам, Насировой Аиде и Кишевой Севане, выпала честь быть ведущими на мероприятии юбилею Али Насира. На сегодняшнем мероприятии будут выступления ораторов, слайды, музыкальные композиции и, конечно же, стихи. Во все времена движущей силой общественных движений была молодежь. В январе 2013 в Москве группой молодых талышей была создана молодежная организация «Союз талышской молодежи». За прошедшие 2 года организации были проведены десятки мероприятий и значимых событий. «Союз талышской молодежи» зарекомендовал себя как организацию, оправдывающую все ожидания талышей. Наши ряды становятся все шире. Приглашаем на сцену руководителя Союза талышской молодежи Бугара Салаева. Уважаемые гости, я вас всех приветствую и благодарю от имени Союза талышской молодежи, что вы приняли наше приглашение и удостоили нас чести своим посещением. Как вы знаете, сегодняшнее мероприятие посвящено юбилею Али Насира. Кто такой Али Насир? Я немного о нем расскажу. Лично я сам с ним знаком, хотя у нас большая разница в возрасте, но у нас дружеские отношения. Али Насир, он родился на самом юге бывшего Советского Союза, а сейчас от Азербайджанской Республики, в городе Ленкорани, на берегу Каспия. Родом он из Талышских гор, из селения Кусякон, около селения села Пери. Я как-то был в этих местах и заметил одну очень интересную вещь. Вокруг селения полностью оно окружено скалами. Эти скалы имеют какую-то свою мистику. Они каким-то таким вот образом устроены, что даже вот любой человек, который там он находится, он как бы там поражается вот красотой этих скал. Дай Бог, чтобы вы сами вот в Талышских горах, именно вот в этих вот селениях, скажем так, были и сами все это вот увидели и почувствовали самое главное. Наверное, и, скажем так, хотя поэт сам родился в городе, но он, как мне рассказывал, каждое лето он ездил в селение. Он ездил в селение, и каждое лето он там проводил эти горы, эти скалы, мистика этой вот местности, она влияла на него. Само собой, у него то, что он стал вот поэтом, все это как бы у истинных поэтов свыше дается, от Бога дается. Но также потом та местность, тот народ, тот колорит, менталитет, все это влияет, чтобы поэт оформился полностью, окончательно. И само собой, плюс его, скажем так, работоспособность. Али Насир, он происходит из рода талышских, пиранских сеидов. То есть он, скажем так, прямо приходится одним из потомков пророка Мухаммада. С другой стороны, как вы знаете, вот талыши потомки медийских магов, и практически в любом талыше течет кровь медийских вот магов. И с этой стороны каждый талыш может сказать, что я потомок пророка Заратустры. И смешение этих вот генов, то есть там, генов там, пророков, 2 великих пророков, иногда всплывает в каком-то вот личности, всплывает в виде поэта, в виде вот музыканта, там, художника или, скажем так, в каком-то другом направлении. И бесспорно, что Али Насир является одним из таких людей, у кого вот эта вот энергия, вот древняя энергия, вот генетическая энергия, она вот передалась и всплыла. Али Насир также глубоко религиозный человек, поэтому, например, вот Кербеле и всем остальным, скажем так, вот имамам и вообще вот исламу, у него очень много вот произведений, поэтому его нельзя называть в Азербайджане поэтом Ахлюль Бейта. То есть он не сам себе дал это название, вот этим названием вот народ прозвал его. Насчет духовной чистоты поэта я тут долго говорить не буду, скажу одним вот фактом. Как-то он мне
юности его какой-то друг уговорил, чтобы пойти на охоту. Поэт до этого никогда не был на охоте. И когда они были на охоте, он прицелился в фазана. Застрелил фазана. Но это была уже весна, когда уже нельзя как бы там стрелять дичь. После того, как он застрелил фазана, он сказал, что там прибежали вот цыплята. То есть, оказывается, уже там были вот цыплята. Та сцена, вот, которую он увидел, там мертвая там их мать и вот эти вот цыплята вокруг там бегают, эта сцена на всю жизнь как бы у него в сознании вот осталась. Он бросил ружье, с тех пор он никогда не брал холодное оружие, он никогда не брал огнестрельное оружие, но он всегда был вооружен чем-то более сильным, словом, своей вот мыслью. И насколько его вот это вот оружие, слово его мысли, они были сильными, там, пронзительными, он показал на примере своей вот личной жизни. Его жизнь была очень сложной изначально была. Он поэт вот свободы, он поэт-революционер. Он поэт от Бога. Как-то он рассказывал, он говорит, как-то я сижу вот ночью, думаю над стихом, вот час, два, 3, 4, 5 часов, но я не могу написать, и вдруг какой-то момент ночи, как будто сверху что-то вот вливается мне в мозг, и через мозг все тело, скажем так, проходит, и через вот руку, и через эту, скажем так, вот ручку, все это вот вливается на белую бумагу. И это происходит в течение 5-10 или же, скажем так, 15 минут. И вот так рождается, скажем так, вот его произведения. Поэтому он очень вот любим народом, его все произведения очень читаемы, почитаемы народом. И если мы скажем, что на сегодня Али Насир является, может быть, самым лучшим талышским поэтом, мы не ошибемся, скорее всего. Спасибо вам большое. چشم بخای یودم دین برهنم oğul ne be dümen kardeşanamı dolaşmım yoksa perişi badamı doluşu halde yüzümamda şinamı koçumun şaizamda şinamı şeşi sama başta boğul sor bedam kaladığım fırsı fırsı mor bedam şımı şehrun çı boy bardak kor bedam konuş ızak behemamda şinamı koçumun şaizamda şinamı آزم عمری داودیم به کاشتری بستم بحبا قفاردیم به ملمدی یا احباتیم لیمو بام داره کیلی شیری چه به کونش خانده شینمو o çimonu şairdandı şinamı asat zından layla kamu boçuca asat zından boçimunu rauja asat zından dönüyor şayban babıca dey hıdakas beyni dumandı şinamı alemunu şairdandı şinamı
Как гласит калужская пословица, находись в безбожном месте, но не находись в местах без аксакалов. Передаем слова руководителю Калужской национально-культурной автономии города Москвы Адиле Насирову. Во-первых, прежде всего я хочу сказать спасибо всем, кто сегодня свое драгоценное время тратит и приехал на мероприятие, посвященное юбилею 60-летия нашего великого поэта Талужского. Я бы сказал даже, уровень Аль-Насира я его вообще вознес на мировую. Но я еще хотел бы сказать слова благодарности руководителям Дома национальности и вообще кто участвовал в создании Дома национальности. К сожалению, сложилось так, что мы не смогли день в день проводить юбилей Аль-Насира. Мы с ним не только друзья, мы с ним соратники. Я для себя его считаю, без сомнения, кумиром. Я думаю, что я не один считаю, что его для себя кумиром. Я думаю, что большинство талышей его себя считают кумиром. Но, к сожалению, его судьба тоже складывалась так, что он много страдал за талышей. 8 лет он сидел в застенках азербайджанских тюрем. И в данный момент, к сожалению, несмотря на то, что он тяжело болеет, также активно занимается талышскими вопросами, помогает нам во всем. Я обращаюсь прежде всего к нашей молодежи. В день его юбилея, сегодня я хочу сказать, что Аль-Насир это светлый человек, у которого можно брать пример, нужно брать. И надо дорожить такими, как Аль-Насир. Именно дорожить надо, ценить, с уважением относиться. У него юбилей, день рождения было 1 мая. Мы его, конечно, поздравляли отдельно. И сложилось так, что я вынужден это сказать. В Азербайджане не разрешили ему проводить свой юбилей, но мы обещали ему, что насколько сможем, как у нас получится, будем в Москве отмечать его день рождения, его юбилей. Мы с ним, я думаю, что сейчас, не знаю, получится, не получится. Я думаю, что нам удастся его видеть в добром здравии. И из нашего зала мы его еще поздравим. Вот. Что я еще хотел сказать? Я хотел сказать слова благодарности нашей молодежной организации, которая
трудился, организовывал все это, особенно в лице нашего Бугар-Малема Салаева. Хочу ему сказать спасибо большое, потому что основную нагрузку он взял на себя. Я думаю, что и так и будем продолжать проводить у нас мероприятия проводить. Спасибо большое всем, и кто пришел, и руководителям Дома национальности. Предлагаем вам послушать стихотворение Джабраила Яхьяева, посвященное Алинасиру в исполнении Сагили Джафарзаде. Великому талышскому поэту. Во глубине далеких лет, там, где ветра свободно дышат, родился воин и поэт, могучий, верный сын Талыша. И так великою судьбою он избран был во славу рода, вести как пастырь за собой, быть глазом своего народа. В его крови единство сил и мощь пророка Мухаммада, и Заратустры мирность был, и голоса бессмертной правды. В неколебимой темноте он освещает путь народу талышским словом высоте, луною истинную свободу. Сияет свод талышских гор, как сердце доброе поэта, горит звезда, дарит тепло и веру в наступление рассвета. Сейчас прозвучит песня Камрана Багирова на слова Алины Асфирова. Hem güzele, hem şine, hem acone, toluş azıbı. Arifun kıyı, hababıstan babıte. Köphare hamma cöneye çamanan az boyu toluşaz bravo azizim güç bada babı bani çiç vatela
Bıktan çamazımı toloş yazımı Kışkıda babımı içiş otela Bıktan çamazımı toloş yazımı Arifun kı kadavıstan babıze Gülhari hemmacını toloş yazımı Arifun kı kadavıstan babıze Gülhari hemmacını toloş yazımı
şeyim bablavu Moşta yeşim bablavu bu kadam bol binde kinalim kan düşmanım Olur bahayan aşığın batın Kinalim maşbahuni azbatı aşığın basahuni Van da bana şu sevgi Gülhan da bana Çama etçun gırda benzina Başla umeda başmanda iya Kinalim kan düşmanım Kinalim kan düşmanım Kinaliyim kan düşmanım azbatı aşığıyım basahoniro Kinaliyim maşbahoniyim azbatı aşığıyım kinalim bahzahoniro Bulbuli honde, nöznebe çande, abul baha, aşırı batı
Çok sağ olun. На сцену приглашается Фуад Ализадeh со стихом, посвященным Али Насиру. Добрый день. Хочу также сказать спасибо всем, кто пришел, поддержал нас. Спасибо Союзу талышской молодежи, Угару и всем остальным. Я на самом деле очень рад, что проводятся на самом деле такие мероприятия, потому что мы дети, которые выросли здесь, мы не знаем, учим, мы мало что знаем о своей культуре, о своей нации, о поэтах, о великих людях. И очень рад, что такие мероприятия с первым делом проводятся для нас. Насчет стиха, я узнал об этом недавно, когда сам написал, не судите строго. Ничего. Эй, Родина мать, слова великого поэта, я был молод и не знал о своей культуре. И лично сам написал я эти куплеты о великом человеке талышской литературы. Я горжусь своей нацией, своим народом. Простите, что не слышал о вас раньше. Борец за справедливость невидимого фронта. А я не поэт и не писатель со стажем. Али Насир, запомни его на вечность. Поэт истинный, глубоко верующий человек. Тот, кто жил по принципу честность. Не знаю, понравится ли ему этот куплет. 12 книг написаны его руками. Хочу поклониться перед великим поэтом. Хочу видеть мир его глазами. Он знал, как ляжет его монета. Сейчас мы хотим выразить благодарность за информационную поддержку социальных групп ВКонтакте. Это Шавруш, Талыши онлайн, официальная страница Талышей и Быжо Талыш. И не только московская Талыш вообще поздравляет Али Насира, нашего великого поэта, а со всех разных уголков мира, с Украины, Белоруссии, Казахстана. И я сейчас хочу зачитать одно из поздравлений. Уважаемый Али Насир, в этот замечательный день хочу поздравить вас с вашим юбилеем, пожелать вам всего самого наилучшего и прекрасного. Самое главное – долгих лет и крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов и благих достижений. Мы все вами восхищаемся и гордимся. С любовью читаем ваши произведения на родном талышском. Большое вам спасибо. У нас в зале находится гость из Ирана, Хамид Рза. Предоставляем ему слово. Здравствуйте, дорогие друзья. Спасибо, что пригласили. Это великая честь быть на юбилее такого поэта, такого философа, как Али Насир. Я от своего имени, от имени группы нашей «Таинственный Иран», от имени молодежи Ирана, мы его поздравляем с юбилеем, вас поздравляем. И надеемся, что когда господину Али Насир будет 120 лет, или мы сможем его юбилей провести там, или сможем его принять здесь и быть рядом с этим великим человеком. Спасибо. Сейчас мы снова зовем нашего дорогого певца Камрана Багирова, который исполнит Мугам. Ой, Гилаво,
Sağ ol Allah, sağ ol. Hadi başlayalım gibi. Лесами. А теперь на сцену приглашаем Амида ТТ. در ناصری و در ماهنو نوشتاری صبحانه هم در ماهنه تبریک کردم و وقتی تبریک کردم رسالت تشکر گذاشت Мы будем общаться с Алинасиром по скайпу. Şuna daha sadı zayıfım dedi. Abi! Tete! Ya Rabbi! Hadi dolmaya! Var çukur! Salam!
никого. Ни денег на плечах, никого. Поэтому я вам очень благодарен. В моем стране в ресторане не хотят, чтобы я проводил 60-летие, потому что я был, мне написано, я был революционером. Я страдал за независимость Азербайджана, а сегодня пощечины дают мне за это, за благодарности. Вот что творится в этом мире. Я очень благодарен вам, братья, товарищи и другие национальности, которые там присутствуют. Очень благодарен. Пожалуйста, спасибо вам, спасибо. Спасибо вам. Чему я болен, чему мне тоже болен, матазон, шилазон, палатазон, шмагумеон, чему опояшью, таваню. Сибирич, один насиловый, один была, Исмаил Адили, Пантеурун, Мавар Салаеви, патриот, молодой патриот своего народа, что миллиарды патриотов, Пашмаковун, Пашмаминяхтори, Шмамин Байурварун, Анашун Ятилимат, Ахсан, Чичим Кордову, Ау!
современники, мы потомки Заратустры. Господин Путин, ты знаешь, я же Заратустра откуда? Святые браты Заратустры, таксист Хаймат Заратустры, родная мать Заратустры, моя товарищеская семья. Hakikaten umarım olmaz. Anlatma başı. İnşallah iskileceğiz. Çamaslı. Tonuşun boyları hindi. Surakıda dinliyorum. Çamabilen. Bastana işte ahi. Bana diyor. İnşallah. Vesauba şair, vesauba. Sarılmaz. Minnattarım oğlum. Başka minnattarım oğlum. شاعر vesauba şair. Sarılmaz lan. Adam başka kanlarına uçmanı. Kaç kardan, uç kardan. Fırgı durmuş. Fırgı durmuş durmuş. Lekun. Fırgı durmuş durmuş. Git şişesi hangi başı. Çamadula da şairdi. Ulan bunu. Amin. Amin. Sağ ol, sağ ol. Сколько бы ни слушали Аксакалов, всегда мало. Приглашаем к трибуне руководителя общественной организации «Талышская диаспора» Ирина Шабанова. Дорогие друзья, дорогие мои соотечественники, дорогие товарищи, прежде всего прошу прощения, я немножко опоздал, потому что мы были в общественной палате. Конечно, не мог до конца стоять, потому что здесь проходили наши дорогие друзья, мои соотечественники, наши братья, мероприятие в честь нашего уважаемого поэта Али Насира. Поэтому мне пришлось быстро покинуть общественную палату и приехать, успеть поприсутствовать в своем месте, поаплодировать те выступления, которые здесь наши соотечественники о ним говорят. Спасибо вам всем, спасибо организаторам, спасибо инициаторам, спасибо присутствующим, что приехали дать дань уважения нашему уважаемому Али Насиру. Спасибо всем. Али Насир, он непростой человек, я знаю его судьбу, он очень знаменит. Его я лично могу сравнивать с такими поэтами, как Самет Вругон. У Али Насира есть очень разные стихи, у него есть и стихи, которые сочинен песни. Вы знаете, без эмоций невозможно слушать этого человека. Вот вы сейчас, наверное, слышали, да? Этот человек говорит от души, этот человек говорит то, о чем он думает. Сама Шинабу, сама Изабуля. Эгадан az Лешоги Шмани Иде. Папе Шмат Чавну, Папе Чамат Лошон. Bu yukarıda bugün ama kasabı değil ama başta dahiyon, başta şairin parmağındayız. Çünkü o umen asas sabah imici yani ama kasabı değil yani ama işte hürmetli odamı kadri zaman. Мазаном шма мазаном. Веса вам. Спасибо еще раз. Дай Бог вам здоровья. Я вам всем благодарю. Еще раз вам спасибо большое. От лица всей талышской молодежи хотим тоже поздравить Али Насира с юбилеем, пожелать ему крепкого здоровья и долгих лет жизни. Мы надеемся, что Али Насир еще будет нас радовать своими прекрасными стихами, своими достижениями. И мы просто им гордимся, мы восхищаемся им и надеемся, что мы будем достойны такого поколения, как вы. И еще в заключение хочу сказать, чтобы вы не уходили, мы хотим все сфотографироваться на память.
Спасибо. Sağ olun, sağ olun.